Может, вообще пришло время нам придумать новую Россию, заново придумать Россию. Вот что такое происходит? Осмыслить старые федеративные сталинские каверны, опустить на вольные хлеба всех, кому не нужна Россия и наша культура, перестать оплачивать необузданную пассионарность кавказского сектора, переосмыслить статус звания Героя России. Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают? Политические вопросы чеченских ситуаций, на мой взгляд, неосмысленны. Что это было? Освободительная борьба или это был мятеж? Никакой дискуссии политической на эту сторону, на этот счет не идет, а это очень-очень серьезная, больная проблема, которая касается не только Чечни, но, конечно, всего Северного Кавказа, где развитие работы с молодежью, развитие культурных процессов практически не идет. Это мы видим. Ко мне неоднократно обращались жители Ингушетии. Народ, зажатый между жесточайшим чеченским сектором и осетинским государством с уймой незалеченных военных ран, кажется, просто умирает. Многие пользуются неагрессивностью, неагрессивным характером этого народа. Как мне кажется, все, что я говорю, конечно, совершенно субъективно. И о реакции каких культурных прав, о реализации в Ингушетии можно говорить сегодня. Кино нет, театр нет, телевидение нет, пресса нет. Активные ингушские граждане находятся в заключении. Почему? На основании какой политической логики? Какая-то кривая логика. Почему нельзя разговаривать? Почему просто нельзя разговаривать с людьми? Некоторые молодые люди на Кавказе мне говорят: начнете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем. У нас есть горы, у нас есть зеленка. Это и шутка, и не шутка. Мне кажется, что вообще существует принципиальный кризис федеративности, как мне кажется.